Перед началом турнира к гостям и шахматистам с приветственным словом обратились директор Дома Москвы Александр Бигвава и руководитель КСОРС Абхазии Олег Юрченко. Мы учли ошибки и недостатки прошлого года и очень надеюсь, что играть в этом году вам будет комфортнее и интереснее. Я бы хотел поблагодарить всех участников, представителей различных организаций, ваших руководителей. Мы очень рады, для нас это важно, что вы откликнулись на наше предложение, на наше приглашение принять участие в этом турнире. Поздравляю вас с наступающим Днем Защитника Отечества. Поздравляю с тем, что вы принимаете участие вот в этом, как сказал Борис Терентьевич, и спорте, и науке, и искусстве. И действительно поздравляю вас с тем, что вы все вносите вклад в развитие интеллекта, в развитие разума. Шахматы прочно входят в общественную жизнь Абхазии. 16 команд, министерств и ведомств в составе 48 человек приняли участие во втором командном шахматном турнире, приуроченном ко Дню Защитника Отечества. Второй командный турнир по шахматам обслуживали два высококвалифицированных судьи – Артем Табарян и Альберт Карапетян. Перед началом турнира главный судья Альберт Карапетян ознакомил участников с правилами игры. Правило «тронул, ходи» – это правило железное. Вы рукой коснулись фигуры, вы должны этой фигурой пойти. Вы рукой коснулись чужой фигуры, вы должны эту фигуру съесть. Выгодно вам или невыгодно. Моменты, где вы допускаете нарушения, это если вы сделали ход невозможный, который нарушает правила шахмат, за это идет наказание, значит, устное предупреждение. Второе такое же будет поражение. По программе игры был предусмотрен перерыв, во время которого шахматисты имели возможность отдохнуть и перекусить. Шахматы – игра, но также искусство и наука. Они учат мышлению и правильному расчету, творчеству и культуре честной борьбы. Обязывают глубоко уважать партнера по игре. Положительное влияние шахмат на развитие детской логики, гибкости творческого мышления в разы выросли у детей различных шахматных секций, отметил советник директора Дома Москвы Борис Накопья. За последние годы видно, что такой всплеск шахматного развития в Абхазии, он дает свои плоды. Даже учителя отмечают, что успеваемость у детей значительно повышается, потому что шахматы, они способствуют развитию аналитических способностей, воли, дисциплины, логическому мышлению. Поэтому мы поддерживаем тоже Дом Москвы, это начинание, и стараемся проводить такие же мероприятия у нас здесь. По словам организаторов, в начале соревнования проводили, опираясь больше на силовые структуры, так как этот турнир приурочен ко Дню Защитника Отечества. Уже сейчас к данному мероприятию привлечены и другие министерства. Сейчас решили подключить и другие министерства культуры, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, потому что пусть и взрослые люди оценивают и знают, что их детям будет гораздо комфортнее и лучше, когда они, отрываясь от улицы, займутся очень полезным занятием – шахматы. По словам участников, они с большим удовольствием приняли приглашение на участие в турнире и впредь готовы соревноваться в подобных мероприятиях. И несмотря на то, что противник явно до этого особого такого опыта не имел, держался он достойно, хорошо, начинающим. В этом турнире, насколько я знаю, в отличие от предыдущего года, было побольше более опытных участников, которые тоже не раз принимали участие в турнирах, проводимых по шахматам. В принципе, некоторых я знаю в лицо, потому что с ними играл. Довольно сильные противники. Думаю, турнир будет тоже довольно-таки интересным. По итогам соревнования первое место заняла команда АГУ, второе – ФСБ России, третье – СФТИ. Всех участников турнира наградили памятными призами, грамотами, кубками, а победителей ждали денежные вознаграждения. По словам организаторов, турнир планируется проводить ежегодно, и география участников будет расширяться. Адица Сагария, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.